Общество потребителей. И реально мы Общество же сейчас потребителей. пришли к, скажем, такому глобальному и экономическому кризису в том числе. И на сегодняшний день хотя бы одним из решений, как все-таки преодолеть вот эту технологическую безработицу, называют безусловный базовый доход. Что вот было бы неплохо Было бы хорошо, ввести бы. замечательно, да. То есть это минимум прожиточный, который Да, человек да, должен да, вот получает существовать. просто А теперь по праву давай рождения. представим, в потребительском формате, если ты не работаешь, тебе платится. Ну, есть такое, да, в многих странах это пособие по безработице и тому подобное. Это есть, конечно. Ну, где логика? Ведь рыночные платит? взаимоотношения, да. Все, ну, человек старается, человек работает, и он должен оплачивать тому, кто бездельничает. Ну, это честное распределение средств? Простой вопрос. Или нет? Ну, Но это с не какой-то вяжется. точки зрения несправедливо. Да это по с любой сравнению, точки зрения да. несправедливо. Когда у человека есть руки, ноги, и он здоров, я понимаю, человек болен, там, получил травму или еще что-то. Да, ну мы как государство, как общество, мы должны поддерживать этих людей. Это правильно. А когда просто здоровый взрослый человек не хочет работать, и мы его должны содержать, это получается, что меня обманывают. Если я работаю, зарабатываю, с меня берут деньги на то, чтобы содержать бездельника. Какой же это потребительский формат? Правильно? Это уже какой-то отдавальческий формат. Опять обман. Я зарабатываю, но должен отдавать. Мне нужны средства, я их зарабатываю для того, чтобы потреблять больше и больше, более дорогих вещей. Да? А так я должен брать и отдавать тем, кто ничего не делает, чтобы они могли потреблять. Они будут жить в потребительском формате, а я, значит, должен существовать в отдавательском формате. Ну так, друзья, да, получается? Или как в этом фильме, да, кто не работает, тот есть, говорит, учись, студент. Ну это же неправильно. Несправедливо. Несправедливо, по крайней мере, это точно. Это обворовывание честных граждан. Ну по-другому это не скажешь. Ну так же? Тунеядцев мы содержим. И тунеядцам идти некуда, и вот тупик. А куда тунеядцам идти? Да, куда А этих деваться? тунеядцев будет становиться все больше и больше с развитием технологий. И это неизбежно. На сегодняшний день это уже критическое состояние. Это крайне критическая ситуация. А завтра будет намного хуже. Почему? Потому что каждый день это все происходит. Масса предприятий, которые, особенно вот во времена пандемии, у нас очень шагнула индустриализация, скажем, там роботизация и все остальное. Почему? Потому что людей замещали роботами, проще скажем. Ну это жить-то надо как-то людям, как-то выживать. А теперь масса людей осталась без работы. И что дальше? Для того, чтобы, скажем, те, кто остались без работы, не подняли бунт и не свергли тех, кого мы выбираем, они будут забирать те, кого мы выбрали, средства у нас, у тех, кто наоборот поднял производство, ну заместил людей, которые все равно были на удаленке, да, заместил роботами и начал производить товар для тех же людей, дал оборот средств, ну как-то какой-то никакой для них поддержал доход. общество, да, получил доход, а теперь он вынужден оплачивать еще заработные платы тем, кто ничего не делает. Ну логика И есть. требует перераспределения этих Это, средств. конечно, требует перераспределения. Ну, а как же? Справедливого. Бедные всегда хотят все отнять у богатых. Они не хотят заработать. Вот логика есть, вот масса революций и всего остального, да? Лозунги «свобода» и второе — перераспределение средств. У богатых заберем и распределим между собой, между бедными. Ну так же, да? Это нелогично в потребительском формате. Он противоречит сам себе, потому что он конечен. Ох, в какой-то пик мы загнали вообще сами себя. Экономика без потребителей может ли? Нет доходов. Да нет, конечно, не потребления. может быть экономики без потребителя. потребительское общество. Оно как раз строится на том, что постоянно растет потребление. То есть у нас постоянно увеличится количество средств, которые мы вкладываем в потребительский формат. Тогда вот само потребление, да, тогда весь потребительский формат, он начинает оживать. Почему? Строится производство дополнительное и тому подобное. Плюс мы еще вот не учли самое важное. Количество людей постоянно увеличивается. Увеличится наше потребление. Так же? С одной стороны, вроде бы да, хорошо. Вот все прекрасно для созидательного общества, для потребительского это все губительно. И вот как ни крути, а выхода-то нет. Ну, многие скажут, что значит выхода нет, и из чего выхода нет. Да с той ситуации, в которой мы
в действительности вошли на сегодняшний день, друзья мои. Мы давным-давно об этом говорили, но нас не слушали, с нас смеялись. Давайте вот те, кто давно в «АЛЛАТРА», вспомните, как с нас смеялись, когда мы говорили о том, что будет то, что происходит сейчас. А сейчас те же, кто с нас смеялись, об этом начинают говорить и рассказывать, что это настолько серьезно. А почему? Потому что заговорили люди, вышестоящие над ними. Понимаете, пока у них в голове вот эта лестница Иакова, кто-то выше, кто-то ниже, ну, порядка не будет. Нету людей ни выше, ни ниже. Все мы люди, все мы одинаковы. А пока человек, скажем, сам себя принижает перед кем-то, ну, это мир зверей. Независимо от того, принижаешь ты себя, друг мой, или нет, твоя альфа внутри, она рвется наверх над всеми. Да, даже в жизни не можешь реализовать так, в голове пытаешься доказать, и споришь с президентами и со всеми остальными. Вот перестать дурью заниматься, здраво глянь вокруг и поймешь, насколько мир, мы все, и ты, и я, и все мы угробили наш мир. И в действительности он стоит уже на пороге. И подтверждение тому масса, раз об этом уже заговорили открыто. То есть действительно, тот мыльный пузырь, который мы раздуваем, потребление этого, он реально сейчас лопнет. Те же долги, кажется, сейчас уже… Мыльный пузырь мы как человечество раздуваем только в сфере финансов. Да. А это, извини, это эквивалент обмена всего лишь навсего. Это люди придумали. Поэтому и раздувают, как хотят. Лопнет, конечно, лопнет. Ну, хотя можно чуть-чуть поддержать его. Опять-таки, это все регулируемый людьми процесс. Понимаешь, все эти финансовые кризисы, все эти долговые обязательства. Но если мы сейчас возьмем, то у нас получается долгов в 3 раза больше, чем весь ВВП. Да, да. То есть по факту это должен быть уже давно дефолт всех и вся, потому что самые развитые страны, они являются самыми большими должниками. Почему, кстати? А потому что они супер-альфа. Они играют в альфу, понимаешь? То есть кто перед кем. Вот, а вот в песочнице, вот смотрите, вы ходите на улицу, особенно кто живет вот ну, скажем так, в кварталах, в песочнице играют дети. И вы увидите, как детки маленькие, они соревнуются за альфу. А теперь посмотрите на геополитику. Вы увидите старых мужиков, которые так же само играют в геополитику, но уже не в песочнице, а в наших странах. Они просто постарели, вот эти детки. А какие они были, такие они и остались. Вот это правда жизни. Нам от этого легче, скажите, друзья? Нет, не легче. Когда в нас доминирует альфа, мы становимся рабами этого. И страны ничем не отличаются от тех же песочниц, потому что ими управляют те же детки. Тратить все силы, чтобы поддерживать 100%. свой вот этот 100%. уровень, статус. Опять-таки это раздутый Страх пузырь, опуститься на уровень страх ниже. опуститься, да, мы станем ниже. А почему страх? Потому что мы живем неправильно. Вы смотрите, почему у нас произошло свыше 50 военных конфликтов за 20 лет? Простой вопрос. Потому что мы, как человечество, мы до сегодняшнего дня мы не являемся цивилизацией. Цивилизация — это единый организм. Вот есть единый организм муравейники, есть единый организм в улье. А у нас, извините, у нас вот общий муравейник, но он поделен на целую кучу, ну, скажем, там, сюда не заходи, сюда ходи, здесь твое, здесь мое. Ну, какое-то непонятно. Разве может выжить такой муравейник? Простой вопрос. Не может. Почему? Потому что он разрозненный. А по факту мы, ну, те же звери, как и те же муравьи и все остальное. Ну что, не так? Так. Мы человечество в целом. А какой закон для зверей, там, насекомых и всех остальных? Это экспансия, то есть расширение, захват чужих территорий. Мы так и поступаем, только друг с другом. Разве это цивилизация, которая поступает так друг с другом? Представьте, муравьи, вот левое крыло, правое крыло, они друг у друга начинают отымать. Они выживут? Нет, не выживут. Пчелы, которые начнут таскать мед с одной ячейки в другую, кто ж им туда принесет-то его? Ну это так. А вот мы поступаем так же, понимаете? То есть мы воюем друг с другом, мы отбираем друг у друга. Все наше развитие, оно заключается как раз в том, чтобы поедать друг друга и отбирать друг у друга. 21 век, 50 военных конфликтов. Это чисто экономические конфликты. Для того, чтобы разгрузить какие-то ситуации, еще что-то, у кого-то что-то отнять, отобрать, там, территорию чужую забрать, еще что-то, решить свои проблемки.
Это же не входит ни в одну здоровую голову. Я простой вопрос скажу. Если мы такие есть, то как мы сможем консолидироваться для того, чтобы разрешить глобальную проблему, которая на нас надвигается? А то, что она надвигается, да. Нам говорят, что тут они встретились, там лидеры, те, кого мы выбирали, там голосовали за них, они встретились, они решают создать комитеты, которые будут вот говорить о том, как спасать мир от климатических вот этих бедствий. Да, на Они сегодняшний будут день. говорить. Вы скажите, что они будут делать, как они будут решать этот вопрос? Никак. Почему? Потому что это невозможно. И это правда. Но они дают нам надежду опять на то, что они что-то решат. Каким образом? Ну вот мы подходим к грустной части, да? Потому что я так Поговорим, это важно очень, понимаю, потому что это да? основной, наверное, Давай кризис, начнем который есть в нашем с простого. времени. Мгм. Мы столько мусора выделили, столько его мы взяли с земли, переработали, испоганили и это выкинули, что мы в действительности мы убиваем собственную планету, и она умирает от интоксикации. Вот просто как пациент. Да? Мы люди, мы стали подобно онкологии для нашей планеты. И у нас, ну, я не знаю, масса вот этих метастаз, очагов, вот этих города наши, которые мы понастроили. Давай начнем с простых вещей, чтобы было понятно. Да? То вот я зацепил города сейчас. Да. Вот многие города, Урбанизация что это такая хорошо, активная. да. Да, урбанизация — это прекрасно, Пошли все в одном сельской месте, местности. все очень хорошо, да. 200 лет назад в городах проживало всего лишь 2% населения, да? Ну и как-то оно было нормально. В 50-е годы, там, вот 1950 год, 30%, да? А на сегодняшний день сколько? По разным данным разные. ООН говорит, что 55, а некоторые эксперты ЕС и вообще 84. Это по разным да. странам, да. Если брать вот все человечество, то приблизительно 55%. В развитых странах 84 там, и 88% уже это городские жители. Мы построили мегаполис. Что такое мегаполис? Если совсем недавно их было там 2 мегаполиса, да, там, ну скажем, там 50-70 лет назад, там, к примеру, это что у нас было? Токио и Нью-Йорк, да? Да. Это 2 мегаполиса. То на сегодняшний день сколько их уже? Больше 30. Больше 30 мегаполисов. И мы растем еще. Это ж не просто. Конечно, как нет. бы, Количество людей-то количество насколько людей увеличивается. увеличилось, да. Ну давай возьмем. 1927 год. По статистике было 2 миллиарда. В 1960 году у нас уже было 3 миллиарда. В 1974 уже было 4 миллиарда. Да? То есть вот смотри, как оно нарастает. В 1987 году у нас было уже 5 миллиардов. 7 миллиардов у нас было в 2011 году. А на сегодняшний день у нас уже почти 8 миллиардов. Да? То есть вот 10 лет. И все они приехали в города. А куда они денутся? Практически. То есть сейчас мы говорим только о том, насколько быстро мы размножаемся. В действительности для потребительского формата это катастрофа. Почему? Потому что мы все потребляем. У нас получается потребление, оно в прогрессии идет. А эта прогрессия ускоряется. Это действительно так. Но также ускоряется и прогрессия интоксикации нашей планеты. Ну разве не так? Простой пример. За период индустриализации началось закисление океана, да? Ну, оно постепенно шло там потихонечку. И вдруг резко с 2015 года, с июня месяца, резкий скачок. Усиливалось. И вот почему опять-таки 15-й год, и почему июнь месяц, ну а точнее с 15 июня. Произошло нечто, что кругом везде началось резко все усугубляться, и этот процесс ускоряется. Сразу пошли рекорды тепловые. Эль-Ниньо тот же был, который побил опять рекорд. с июня месяца, который да, с был, 15-го. Да, ну, пик ночью, его да. приходился июнь-июль 2015 года. Да, но это аномалия произошла. Аномалия, потому что такого И мощного никто не было объяснить никогда не за всю может на историю сегодняшний наблюдений, день, да. что это такое. Ну, это некоторые говорят, он повлек за собой массу изменений. Но он же ж тоже был как следствие всего лишь. К чему это привело все? Это привело к тому, что вот за 6 лет ситуация со здоровьем нашей планеты сократилась на 25% минимум. Это минимум. То есть, если у нас оставалось там, ну, процентов еще там 40 здоровья, то сейчас у нас минус 25 за 6 лет. Да. Уже ж 21-й, вот за 6 лет мы убрали. И у нас осталось, ну, процентов 15. То есть это говорит о том, что маховик настолько раскрученный, что если мы что-то не будем предпринимать, то, ну,
то мы молчим, мы ничего не говорим. Мы говорим о том, что ситуация в действительности не очень хорошая. А мы об этом говорили, Бог знает когда. Разве не говорили? Цикличность циклимата, Говорили. конечно. И такой о цикличности, период. конечно. Мы сейчас входим как раз. Но вот сейчас, слава Богу, заговорили за цикличность, сейчас за многое заговорили, да, но пока еще много врут. Лжецов полно, пытаются так рассказывать сказки, успокаивать или рассказывать по разным отраслям. Как-то вот не слышно, чтобы они взяли, собрали все вместе и рассказали, да? Опять, вот смотрите, потребительский формат. Даже мы сейчас с Татьяной, мы не можем говорить правду, те цифры называть, которые мы знаем. Почему? Потому что мы можем говорить только исключительно о тех цифрах, называть только то, что есть вот в общественном доступе, в прессе. Официально озвучено. Официально скажем так. озвучено, да. Почему? Чтобы не быть голословными. Так культурно она сказала, понимаете? Да. А для того, чтобы продолжать хотя бы дальше разговаривать с вами, общаться, правильно? Иначе сразу масса претензий к нам же возникнет у всех о том, что мы рассказываем необъективные вещи, да? Необъективные вещи. А куда уже объективнее, друзья мои? Посмотрите реально на улице. Куда объективнее? А говорят, есть выход? Да, есть. Выход один — созидательное общество. Но прийти к нему крайне сложно. Ну что, не так? Так. Вот смотрите, за 2 года, да, мы выросли, нас уже много, слава Богу, масса людей уже в проекте «Созидательное общество» принимает участие и тому подобное. Но люди, нас 8 миллиардов. Для того, чтобы мы что-то решили, нас большинство людей, это должно быть вот с 8 хотя бы 6 миллиардов, должны сказать: да, мы начинаем и мы делаем. Вот тогда можно приходить к действиям. Некоторые герои сейчас, вот многие, хватит болтать, вот мне вот это вот нравится, хватит болтать, что вы только говорите, надо действовать. Какое действие? Опять действие заключается в чем? Мы все собираемся, и идем у богатых, забираем и распределяем между собой бедными. Это что? Решение? Это строительство созидательного общества или очередной виток потребительства? Простой вопрос, да? Как можно делать что-то хорошее, как можно строить созидательное общество через насилие? Простой вопрос. Это слон в посудной лавке, знаешь, по-другому не скажешь. Это люди, которые просто не фильтруют свои мысли, желания и тому подобное. Опять-таки альфа личная, которая хочет проявиться прямо сейчас. И просто, скажем так, люди, которые живут в неблагоприятной среде, и очевидно в том районе или в том доме, в котором они проживают, все-таки СО2 зашел уже за пределы. Дышат нехорошим воздухом, и, как говорят, повышение СО2 до критических, оно снижает нашу умственную активность и способность адекватно мыслить. И в мае этого года мы побили рекорд по СО2, потому что он уже достиг чуть более 419 частей на миллион. Татьяна, можно спросить, это ты к тому, что мы скоро все думать разучимся, да? Наверное, чтобы мы шевелились чуть-чуть быстрее, пока еще можем принимать хоть какие-то решения. Осталось сколько там единиц? Вообще там, по-моему, с 426 уже начинаются необратимые последствия. Негативные, это же 419 — это же усредненное такое, человека, скажем, да, показатель. А где-то уже точно шкалит. Шкалит, да. Да, поэтому нам нужно поторопиться, это точно. Потому что мы Потом знаем, мы что просто не поймем. не сможем. А знаешь, что самое смешное? Что у меня такое ощущение, что у многих действительно уже перенасыщение СО2 произошло, потому что не понимают люди элементарных вещей. Вот просто сидят, говорят: да вы делаете, а мы посидим, подождем. Да? В то время, когда масса людей, пытаясь что-то сделать для того, чтобы выжить всему человечеству, скажем так, тратят собственные средства, собственное время. Это ж так же. Давай посмотрим на наших аллатровцев. Это настоящие герои сегодняшнего дня. Они находятся опять-таки в постоянной стрессовой ситуации, в постоянных перегрузках, плюс масса критики на них льется. От кого? Как раз от этих лодырей, бездельников и, скажем так, от тех, кто сидит на диване и всего лишь критикует, но ничего не делает при этом для людей. И не будет делать. Почему? Потому что мы должны это признать как человечество, да? Что у нас в действительности, благодаря потребительскому формату, еще и воспиталась определенная часть общества, такая вот паразитирующая. Оно в действительности даже для себя не хочет ничего делать. И вот если их критически много, а мы не знаем, сколько таких людей, то перспективы на построение созидательного общества нет. Это единственный формат,
в котором действительно мы можем все сплотиться, используя современные технологии, мы сможем, ну, скажем, выжить как популяция, выжить как человечество. Не просто там, вот как вот некоторые говорят, что надо сократить вот на сегодняшний день на 95%, чтобы осталось лишь 5%. Тогда что-то изменится. Нет, друзья мои, я отойду немножко. Даже если останется нас 2%, мы уже ничего не изменим. Если бы 30 лет назад, да, лет 100, даже может чуть больше было бы у человечества, если бы мы сократились вот хотя бы до 500 миллионов. На сегодняшний день уже ничего не поменяешь. Это серьезная информация уже. Это говорит о том, что бессмысленно сокращать численность нас как людей, это ничего не решит. Даже те же оставшиеся там 5%, 2%, неважно сколько, просуществует крайне короткий промежуток времени. Поэтому здесь нужно подходить серьезно и всем обществом. И здесь уже не переложишь ответственность на тех, кого мы избираем. Опять-таки почему? Да хотя бы потому, что они заняты тем, чем нас накормить, как выжить, как в этой геополитике на сегодняшний день устоять, как не упасть в целом в стране, то есть нам с вами. На них действительно огромная ответственность и тому подобное. Не надо их критиковать. Мы их сами выбирали. И они всего лишь люди, такие же, как и мы. Поэтому только на них нагрузки и ответственности намного больше, чем на любом из нас. И все сваливать, как бы наше спасение на них, ну что они сделают, если мы не хотим? Если мы бездействуем, как они сделают? Заставят нас? Что они нас заставят? Людьми стать? Не получится ничего. Потому что любое насилие — это будет опять-таки что? Потребительский формат. Через насилие созидательное общество не построишь. А для того, чтобы мы что-то могли, мы должны объединить весь свой человеческий ресурс. Понимаете, то есть есть такое понятие, как эгрегор, да? В данном случае эгрегор понимается как наш общий потенциал, общечеловеческий потенциал, который мы можем вместе вложить в то, чтобы реанимировать нашу планету, наш дом отремонтировать и выжить всем нам. Вот в таком плане. И говорим как раз об эгрегоре. По-другому ничего не получится. И вот опять-таки, буквально вот, когда нас было 7 миллиардов, 10 лет назад, да, мы бы этого не смогли. Сейчас мы это можем. Почему? Потому что нас 8 миллиардов. Мы намного сильнее, умнее и технологичнее, чем были 10 лет назад. Мы способны устоять перед этими вызовами, но способны устоять только вместе. А для того, чтобы вместе взяться за руки, нам от многого надо отказаться. От глупости, от дури, от эгоизма, от альфы, от гордыни. Вот эти мелочи по факту, которые и так исчезнут. Вопрос в том, они исчезнут вместе с нами или они исчезнут без нас в человечестве. Человечество останется, а вот эта глупость уйдет. Или она уйдет вместе с нами, вместе с человечеством. Здесь, друзья мои, нам решать с вами. И вопрос серьезный. Это, к сожалению, не шутки.